20 жашында миллионер болгон. Я люблю работать. Я работаю не ради денег. И я такая смотрю, я прям так нифигово начала зарабатывать. На самом деле деньги некуда деть. Акча кандай адамга келет экен? Вот все говорят, особенно муж, да, тебя деньги очень любят, да? Потому что я хочу сесть, я хочу плакать, я хочу, чтобы меня кинули, я хочу, чтобы это был мой опыт. Бир аз акча пайда болгон жерде жанагындай каралар келет да. Если бы я все выкладывала, да, без точно да? А так что я это чуть-чуть выкладывала, говорю, а вдруг я вру, говорю. Вот бы мне такой бизнес, где я не буду общаться с клиентами. Я закинула одну сумку и уже имею такую прибыль, а если я закину не только сумку, эмне болуп кеттим. Акча эркиндиги адамга эмне берет экен? Сейчас вообще кыялымда жок, максатымда жок. Я прям на пенсии. Старый Lexus эле эчтик эмес, кудайым буйруп калса жаңы эле Lexus бересиң да депчи. Чын эле разузнала, чын эле калыптыр да. Баласына ушу акча арыз болчу десем, отец мне ничего кроме проблем не оставил, дейт. А соптун баары сизде да, говорю. Понимаете, говорю, это же как классно, говорю, людям помочь, да. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Биздин көчөдө бүгүн өзгөчө конок. Бул 20 жашында миллионер болгон кыргыздын бир кыйын кызы Элина Турдубекова биздин студияда. Элина, кош келипсиз. Чоң рахмат. Биз ошол подкастта сиздин ишкерликтеги жолуңуз, сиздин негизи эле жасаган ийгиликтериңиз жөнүндө сүйлөшкүбүз келип атат. Мына жакында эле сиз азыр 26 жашта экенсиз, пенсияга чыктым деп жарыяладыңыз да. Бул деген биз үчүн такыр мындай акылга сыйбаган көрүнүш болду. Ушуга кантип жеттиңиз? Чарчап кеттим. Чарчап кеткен үчүн эле пенсияга чыгайын дедим. Ага чейин эле оюм бар болчу. Элдер айтып атканда анчалык көп иштебе, жаш кезинде ден соолугуңду өлтүрүп аласың дегенде айтчумун. Азыр мен иштеп туруп, барыңардан эрте пенсияга чыгып кетем деп. Коркпогула деп, өмүр бою мынтип иштебейин депчи. Ушул жылы отуруп ойлонсом, бежать уже некуда. Достигать мы можем еще много чего, конечно. Акчанын түбүнө жетпейсиң дегендей. Но поняла, что в принципе могу себе позволить не работать, отдохнуть, жизнь, которую я хочу. Ошол жерде бир сумманы айттыңыз. Эгер мен азыр иштебесем, күнүнө мага канча акча түшүп турат дедиңер? Ну, не то, что түшүп турат. Я села, посчитала, если даже я буду в день тратить $2000, то не потрачу то, что я зарабатываю. То есть то, что капает. И поэтому я подумала, ну, өлө өрбөй акчанын артынан чуркап эс алайын деп. Да. Сон эми ушул ийгиликтерге башка бирөө, мисалы, силер тааныбаган, билбеген адам көрсө, балким буга мындай оңой акча келип калды деп ойлошу мүмкүн да. Бирок мен силердин кандай эмгектенип атканыңарды көп жылдан бери байкап келатам. Угармандар үчүн айтып коеюн. Элина Турдубекова бул Wildberries'деги эң ири сатуучулардын, поставщиктердин бири, акулалардын бири десек болот. Аны менен параллелдүү эле башка бизнестин дагы түрлөрүн өнүктүрүп келе жатат. Анан ошол бизнеске силер кандай келип калдыңар, эмнеден баштадыңар, ошол жөнүндө бас өткөн жолуңарды айтып берсеңер туура болот. Wildberries'ке негизи эле ишкерликке негизи я писала дневник с 5 класса. И там я написала, что вот, условно говоря, там в 10 классе там я хочу вот это сделать, там в 11 это, и там у меня было написано 18 лет у меня будет бизнес. Мне было 17, я смотрю вокруг, я была студенткой в Москве, в Московском университете, Академии социального управления. Смотрю вокруг и понимаю, что мне 17, уже через пару месяцев мне будет 18 лет, но у меня проходит совершенно обычная жизнь. И то, что я написала в детстве, оно практически не сбывается. И поэтому я решила, что во что бы то ни стало, пока мне не исполнится 18, я уже сделаю первые шаги к бизнесу. И начала ходить на бесплатные форумы в Москве. Там есть разные молодежные форумы про бизнес. Есть бизнес-молодость, которая проводит абсолютно бесплатно моментами свои тренинги. И начала свой путь
начала с продажи нижнего белья онлайн, потому что, ну, как бы на оффлайн денег нет, я в документации не разбираюсь. И я почему-то подумала, тогда я еще пушап, вот есть у вас пушап здесь, я с ними хорошо сотрудничала по рекламе, я такая думаю, блин, походу нижнее белье это тема, да? И я с этой мыслью попросила маму на Дордое купить пару комплектов, пару видов нижнего белья самого. И подумала, что если это закинуть в Инстаграм, то это прям классно пойдет. Но так не случилось. Оказывается, это одна из самых сложных сфер. Да, потому что у женщин разные формы. Допустим, в комплекте, если что-то здесь подходит, здесь может не подходить. И заказ представляет чак келбейт, окшош пойт. И потом дальше больше то пробовала, это пробовала. И пришла к салону красоты. Ошол учурда силер студент болчусуңар, э? Анан салон красотыдагы, сулуулук салонунда дагы өзүнчө этаптарды басып өткөнсүңөр, ошолор дагы маанилүү го дейм. Да, смотрите, у меня вот 18 лет не было какой-то задачи стать там миллионером, много заработать. Я просто хотела открыть бизнес. Вот я думаю, блин, вот оказывается, я так молода была. Если бы я была чуть взрослее, да, а так во мне двигало эго. То есть сейчас уже прошло время, я понимаю, что мной двигало эго, что я хочу бизнес. Сама ресницы делать не умею, ногти делать не умею, сама тоже не делаю. То есть по сей день я не любительница всего этого, да. Но я смотрю, короче, у нас вот были там девушки в Москве, которые двигаются именно в сфере красоты. Я такая думаю, так я тоже так хочу. Вот, и вот у меня есть сестра, которая занимается в Москве уже давно крупным бизнесом. Она мне помогла снять помещение, 9 квадратных метров. Арендная плата была 16 тысяч рублей. У меня есть также тетя, мама, да, сестренка, сын. Я ей позвонила, говорю, Гульджанеджи, одолжите мне 40 тысяч, бирай деньги, я верну. Пошла, взяла у нее 40 тысяч, отдала 16 тысяч за аренду, попросила последний месяц подождать 15 дней. На оставшиеся деньги купила кушетки в Авито и так далее. И поняла, что единственное, как я могу конкурировать со всеми этими людьми, то есть не умею ничего делать, я просто набрала мастеров в Инстаграме, это тем, что я умею хорошо фоткать. И у меня был такой лозунг: приди ко мне в салон и получи от меня, помимо услуги, абсолютно бесплатно фотосессию. Я их фоткала возле надписи «Терум». То есть у меня салон красоты «Терум» назывался. Я их фоткала, и, соответственно, это были красивые фотки, они закидывали к себе, и уж он раскручиваться начал. И вот само по себе так пошло. Органика менен. Да. Анан кандай өнүктү, эмне үчүн ошол бизнести токтотууну чечтиңиз? Вот, это хороший вопрос. Вот смотрите, на тот момент я уже салон красоты вела 4 года точно, да, чуть больше 4 лет. За это время у меня было больше 20 сотрудников, девушек. С женщинами работать непросто, тем более, когда ты моложе всех мастеров, всех до единого. Но при этом вот за 4 года, девочки, всем привет, я ни с кем не ссорилась, у нас никогда не было конфликтов, у нас были разговоры серьезные. Но конфликтов не было. И за это время я устала от женщин, от того, что и сотрудницы женщины, клиентки тоже женщины, а женщины очень капризные. Ты вот здесь посмотри на мои ресницы, ты это видишь, потому что я сама ресницы не делаю даже себе, да? Ты видишь эти ногти, да? Я так устала, я вот каждую ночь лежала и думала, вот бы мне такой бизнес, где я не буду общаться с клиентами. И я еще думала, да, вот бы мне такой бизнес, где сотрудники — это не самое главное. Потому что в сфере красоты мастер — это как товар. То есть ты открываешь, допустим, магазин одежды, одежда — это товар, основа, правильно? Чем лучше ассортимент, тем лучше продажи. То есть хочешь, не хочешь, да? А в сфере красоты мастер — это главный человек, да? То есть это основа твоего бизнеса. И я хотела такой бизнес, чтобы сотрудник не был главным. Вот. И вот на тот период как раз муж зашел на Wildberries. Я говорю, слушай, я вот эти темы, вообще не поддерживаю твои.
да, нормальный бизнес лучше, говорю. Несерьезный, да, тасар, Да, да? несерьезно, говорю. Давай, говорю, ты сейчас на юриста обучишься, говорю, без посольства менен, говорю, соединимся, говорю, откроем, говорю, нотариус. Вот там, говорю, бабки, вот там нам будет хорошо, мы сейчас тебя быстро обучим, говорю. Тем более у тебя первая вышка есть, короче, екинчиsin баталия получишь, да, Но он пошел на Wildberries, я смотрю, это тот бизнес, который я хотела, оказывается. То есть ты с клиентами не общаешься, они с тобой не торгуются, претензии свои предъявить в лицо не могут. Сотрудники, ну, можно любого человека принести, сказать, он чаптап хочет, и он будет клеить. Он не самый главный. И тогда я поняла, что я хочу в эту сферу, но из-за того, что я 4 года строила салон красоты, я не могла его просто так оставить. Я подумала, ну-ка я попробую что-нибудь да сделать, да. И я вот так получилось, закинула сумки, они мне очень хорошо начали быстро продаваться, но я это сделала своеобразным путем, да. Допустим, вот селлеры, возможно, которые смотрят, они знают, что обычно что делает селлер? Он берет товар, анализирует, фоткает, делает одну офигенную карточку, все оптимизацию, все дела, да. Я взяла тупо, да, эту сумку и сделала 50 с лишним карточек на одну и ту же сумку с разными описаниями, с разными фото просто из интернета. И просто так получилось, что по алгоритму Wildberries 2 карточки из 50 с лишним залетели. И я такая смотрю, я прям так нифигово начала зарабатывать, потому что я покупала сумки по 650 рублей, а продавала по 2700, по 2900, ну там разные цены падали. Иногда по 3200, но основная была 2700, 2900. Это 2 недели длилось всего лишь. Я такая смотрю, оказывается, если даже я наберу 50 мастеров в салон красоты, и у них будет занятость с 10 утра до 9 вечера, я не заработаю столько. И при этом мне надо будет тратить на расходный материал, общаться с клиентом, да, смотреть, чтобы ошо мастер курсак ачып кетип, көчө чыгып кетип, я не хочу дальше работать, там, они же так капризничают. И не думай, да, там, один клиент, допустим, может опоздать на 30 минут, а это влияет на целую запись. И я такая думаю, блин, да. И если бы даже я могла в салоне поставить 50 сотрудников и зарабатывать столько же, мне пришлось бы арендовать еще помещение, дополнительно общаться с налоговой, ставить кассовый аппарат. То есть это намного больше усилий занимало. И я такая думаю, я закинула одну сумку и уже имею такую прибыль, а если я закину не только сумку, и мне я знаю то, что вот в бизнесе, точнее у меня такое правило, надо держать фокус. Нельзя усидеться на 2 стульях. За 2 зайцами не погонишься, да. Я принимаю решение, что куда я шугур, я очень благодарна этому салону. За это время я купила 1 квартиру за наличку, да, и 2 квартиры в рассрочку. Но там уже большая часть была оплачена. Я думаю, куда я шугур ушу жерген. Шундай опытқа, шундай сонун мастерлерге. И дальше больше опыта бербей. Я просто перепрыгнула туда, где мне легче. Я вам сейчас скажу чуть даже больше. Сейчас после пенсии я опять выйду на работу. Как бы я люблю работать. Я работаю не ради денег. Не салалваем, да? Да, но просто мне нравится творить, да. И вот после Wildberries я сейчас хочу уйти еще в другую сферу. И вот на Wildberries есть тоже свои нюансы. Есть свои нюансы, да. И я вот как раз-таки мужу говорю, я хочу такой бизнес, говорю, да, чтобы не продавать товар, чтобы не общаться с клиентами, да, чтобы сотрудники не были главными, да, а деньги приходили сразу, не как на ВБ, там 2 недели задержка, да, и больше. И вот так сидела и доперла, какой это бизнес должен быть. Но об этом я здесь не скажу. Жақсы, сонун анан негизи көптөр бир эле юридикалык организация менен, бир ИП менен иштейт да. Силер болсо мен билгенден көп партнерлор менен иштейсиңер. Анан өзүнчө эле армия иштейт да силерде. Об этом знаете? Мен силердин жашооңорду көрүп турам да стористен, ошол аркылуу эле. Анан негизи ошого бирөө мындай масштабировать эткенде бизнести бирөөдөн үйрөндүңөрбү же өзүңөр келдиңерби ошого? Вот здесь тоже очень интересный момент. Нет болгондан, я не хотела там, партнеров, там, сидеть на проценте и так далее. То есть у меня такой мысли изначально не было. Я же занималась обучением,
Я смотрю, у меня просто такая ситуация была, я смотрю, вижу то, что люди фигово обучают. Я извиняюсь за выражение, ну, как-то очень халатно. Я такая думаю, ну можно же проще сделать. Зачем адамға заставляет бир товарға ақшасын барын тықтырып қойып, короче, да? Потом бөліп тізіліп жата бер депші. Я такая вот из-за того, что күйеотқанмын, я начала заниматься обучением. Я на обучении все время говорила, я не знаю, вот вам говорила, если, не дай бог, я сейчас займусь продажами, я намного больше, чем вот ну, от вас буду зарабатывать. Вы не цените меня, да пойтерим, да? Обучение, да? И когда я ушла, получается, в товарку, ну, на продажи, у меня была просто задача выйти на 20 миллионов оборот за 1 месяц. И я просто думаю, как я могу сделать 20 миллионов? Я смотрю, да, у меня есть 100 с лишним карточек, есть определенные позиции. И я понимаю, что чтобы мне сделать 20 миллионов оборот, мне нужно в день делать вот такие-то вот заказы. Из них вот такая-то вот процент – это продажи. И чтобы вот это произошло, мне что нужно, вот имея один аккаунт, мне нужно 25 тысяч карточек. Я просто набрала менеджеров, и у них была ежедневная задача, у меня было 4 менеджера, делать 300 карточек. Я говорила, эрте бүтсеңер, пожалуйста, кетерглин. То есть я вас вообще не держу. Бүтпесеңер сидите. Все от вас зависит. Шашпай отырерсіңер. Я вот вам благодарна, Баку, Милана, Марс, Аман. Шүгір прям очень хорошо иштеп берген, да? И мне было очень приятно. Но это было с одним условием. Я говорила, при работе со мной вы не получите много денег, потому что вы как сотрудник работаете, как менеджер, да? Но при этом обучитесь, как можно прокрутить любой товар. И вы это можете использовать. Но мой товар, который я продаю, не продавайте. Договорились с туркийским, да? И вот они, получается, делали карточки, они видели этот результат, процесс. Я действительно за первый месяц сделала больше 20 миллионов оборот. Они видели весь этот процесс, как это все росло в динамике. Я смотрю, они такие хорошие, да? Прямо от души иштеп беришкен, да? Сөкпөй, чачпай, төкпөй, прям отырып алышып төртөө үчүн жарышып берүү жүрмөн. И я такая, и не могу отдать им нишу тоже свою, да? Почему я должна, да? Я говорю, я вам так благодарна, говорю, если вам хочется продавать этот же товар, то есть я у них спрашивала, да, вы свое продаете, ты буду, они говорят, нет, пока не делаем, да? Я говорю, если вам хочется продавать тот же товар, который я продаю, это я не предлагаю, а вообще, да, просто вот вдруг, говорю, вы можете, говорю, 10% от прихода мне отдавать и продавать этот же товар. А взамен, говорю, я вам обеспечу кабинетом, буду доставлять расходные материалы, будет уходить доставка, и решается проблема рутины. То есть у меня вообще не было мысли там, блин, чакырал, по-моему, процент на лайнбенч. А потом я просто на удивление, они все вчетвером так зашли. Вот. И мы действительно сделали хорошие результаты. Может быть, как-нибудь девочки тоже в комментариях напишут, то, что они вот купили за первые полгода квартиры, вот, там машины подарили кто-то маме, там кто-то отцу. Ну, в общем, хороший результат произошел. И так получилось, что у них были упаковщики, они видели этот процесс, и они хотели так же. А потом они ко мне приходили. Бақуштар, монда, көзімен келетса, елдің бар ақша тауытса, они же тоже так хотят. Я говорю, ну, блин, даже не знаю, говорю. И если хочешь, говорю, ты можешь, говорю, вот как они тоже 10% отдавать и продавать. Ошон тотып случайно көйүп кеткенбиз. Сонун, мен билгенден баягы силер мындай кыймылсыз мүлккө дагы аябай кызыгасыңар. Жакында эле 30+ деп окуп алып, бул кээ бир адамдар үчүн мисалы 26 жашында жетти деген мындай ишенбей тургандай факты да. Анан силер ошол кантип кыймылсыз мүлккө кызыгып калдыңар, силер инвестиция кылып атасыңарбы, тапкан акчаңарды ошол жака, ошол тууралуу да айтып берсең. Я вообще выросла не в бедной семье и не в богатой. Но вокруг я всегда слышала такие разговоры, да? У человека обязательно должно быть свое жилье, крыша над головой. Это вот хороший фундамент. И вот когда я начала еще в салоне красоты хорошие деньги зарабатывать, я такая думала, так, у меня должен быть хороший фундамент, у меня должна быть хорошая крыша над головой. И начала вот идти вот как раз копить деньги, чтобы купить квартиру. Но так получилось, что квартира, которую я купила двушку в рассрочку тогда,
маме подарила. А у меня мама такой человек, такая женщина вообще уникальная. Она, наверное, мой главный мотиватор. Неосознанно, да? Она такая говорит, ничего, душка, когда-нибудь, может, 3 для подарить. И я такая думаю, ну ладно, да, и так как 3 двигаюсь. Потом была ситуация, у нее был Lexus старый. Она говорит, ну ничего, старый Lexus для ешті көмес, құдайым бұйырып қалса, жаңа для Lexus бересің, да, то есть она так вот какие-то слова говорит, а я такая, ну, воспринимаю, да. И так получается, что вот это, ну, чтобы не 2 была, а 3 болып кеткен, это то, волча. А потом, допустим, вот сейчас, допустим, у нас с мамой какая проблема? Она хотела большую, хорошую квартиру. Я ей подарила квартиру 250 квадратных метров. Там терраса, все дела, удобная локация, все, что она хочет, да? И она мне такая говорит, Ихлас резиденция үйлер жақшырақ екен. Я такая думаю, ну ладно, может, Ихлас резиденцияны алып беріп қояйын деп. Потом она говорит, жоқ, қазір Белгравия дегендер шығып кетіптір, алар жақшырақ екен деп. Я уже вот, я могу переписки показать. Я ей уже скинула квартиру, давайте оны алып берейін. Жақты все деп, уже Белгравияны жөнөттім. Елисейские поля деген аннан жақшырақ болады. Но они все дороже болып кетеді. То есть у меня мама такой уникальный человек, да? Потому что я помню, еще в школе я копила деньги, и у нее день рождения, я поехала в ЦУМ на маршрутке, мы жили в Новопавловке. Я купила 10 миллиграммов парфюма Гуччи. А это қымбат эле, для ребенка это қымбат эле. А көрсем, такой неплохой флакончик, куда беріп қалса кейін целый флакон деле бересің депчи. Чоңын алып бересің деп қойды. И у меня вот такая мотивация в которой. А сейчас вот почему мы с мужем, то есть 30+ это не мои квартиры, это у нас с мужем, мои только 20+. Вот. Почему мы вкладываем деньги в недвижку? Аз мақтанғандай болып қатты. Жоқ. Ну просто қандай болғанда да айтыш керек қой. Просто на самом деле деньги некуда деть. В криптовалюту, то, что я не вижу и не понимаю, вкладываться бесполезно. Опасно еще, да? И опасно, да. Вкладываться, условно говоря, в коммерческие помещения я не хочу общаться с арендаторами, говорить, аренданы бер, содан жақсы болот ау деп. Но мне это не надо, да? И тем более на коммерческие помещения спроса меньше, чем на квартиры. И мы подумали, это больше не так, чтобы мы типа подзаработали. Вот люди думают, что мы хотим заработать на сдачах квартир, да? Ну, на них особо и не заработаешь, это глупо, да? Столько квартир покупать, чтобы на сдачах зарабатывать. Просто мы так сохраняем деньги. Потому что недвижка в цене не упадет. Это хороший фундамент. То есть, допустим, құдай біледі, ертең не болып кетеді екен, ертең вәубірсілі не болып кеткен, да, құдай біледі. Но мы можем продать одну квартиру и начать любой бизнес. Ошон үчүн эле, да? Инвестицияның жолу экен, да? Ну, не знаю, я как-то больше не как инвестиция, а как сохранение денег. Вот. Анан негизи ушул акча кандай адамга келет экен? Эмнени түшүндүңөр силер ошо ийгиликтүү ишкер болуп атып? Вот, хороший вопрос. Вот я долго думала и поняла, что, наверное, акча вот можно зарабатывать сколько угодно, да? А есть другое понятие джугау. Вот. Я смотрю, мне вот все говорят, особенно муж, да, тебя деньги очень любят, да? Сага прям любой акча джугурит, да? Я вот долго сидела, анализировала, почему так происходит, да? И поняла, что, скорее всего, это от моего нет, да? Потому что и в салоне красоты я девочек заставляла взять рассрочки. Я говорила, гимблет, ертең қандай болсын, да? Азыр қиналып қоярчы, ала бер деп. Может, девочки, если смотрят, тоже напишут в комментариях. То есть у меня не было мыслей, да, оларды эшекте қылып иштетип деп, короче, аз мен ақша таба алайын дейінші. У меня была задача, вот, Саша, если ты сделаешь 10 перманентов, деп, вот столько денег, деп. И вот ақша жүгір еткен, да? Из-за того, что намерение хорошее. И в обучении тоже было такое намерение. Я не хотела обучить там 1 500 000 человек, да? То есть такой мысли и не было. Потому что, допустим, когда я закрывала обучение, мы на обучении с мужем зарабатывали точно 5 миллионов в месяц чистыми, абсолютно, да? Другой человек бы не стал обучение закрывать, согласны? Но когда я понимаю, что я уже выгорела, я не могу дальше от души обучать. Я не буду это делать. И также вот на Wildberries с партнерами у меня действительно ниетім бар болчун, и до сих пор есть, ушулар бирдемке алсын, чтобы они потом сидели и говорили, а каково с ней работать, да, с ней классно. В то время я еще вот это же купил, да.
Ну, она, конечно, жесткая, но жакшы адам дегенчи. Я поняла, что ниетің жакшы болсун, акча өзү келе берет. Это, во-первых, а во-вторых, еще жугат. ооба. Ниети бузук болгондо чын эле чоң акча тапса деле ал мындай Жукпайт. аш болбой калат. Да. Туура ошол. Анан негизи силер мындай өзүңөрдүн баракчаңарда ачык көрсөтөсүңөр да, мына кыймылсыз мүлк алганыңарды, машина алганыңарды же акча чыгаргандарыңардычы. Ошону чыгарып атканда коркпойсуңарбы? Жок, коркпойм. Вот мне муж говорит, бизди өлтүрүп кетет бир күн депчи. Я говорю, если бы я все выкладывала, да, бизди точно өлтүрүп кетмек дейм да. А так что я это чуть-чуть выкладывала, говорю, а вдруг я вру, говорю. Вдруг я вру. Вот всякое же может быть, да? Очень же много блогеров, я себя не считаю блогером, да, но очень много блогеров, которые какую-то картину создают, иллюзию, да? Я говорю, а вдруг мен ошондой элем, говорю. Если говорю, он говорит, к нам, говорит, налоговая придет жан дейт, да? Экөөсү жанчит дейт, да? А я говорю, а я скажу, это шоу, деп. Да. Потому что не смеемся, на самом деле так не скажу, у нас все налоги оплачиваются, все в этом плане тип-топ, поэтому так прикалываюсь над ним. Анан неме бир аз акча пайда болгон жерде жанагындай каралар келет да. Силерге андай учур болгон жок беле? У меня было такое, было, сейчас скажу точно, 5 лет назад келгенде я такая сказала, мен эмне көрөм деп. Россиядабы же Россияда. Мен эмне көрөм дегем. Могу камераны көрүп атасыңбы деп. Сыртта да камера бар. Маяка дагы бир жолу келсең, я тебя с потрохами сдам. Я не из тех, кто будет сидеть дегем да. Мен сасыйм деп. Ошол ойдон жок. Эме россиялык ИПлар менен иштейт экенсиңер да кончо же Кыргызстанда? Жок, мы работаем, большинством работаем с ООшками. Российские ООшки. Анан меймангана бизнеси менен дагы алектенгениңерди билем. Ал тарап кандай экен? Вот с гостиницей тоже была такая ситуация. Я же говорю, я работаю не ради денег. Мне нравится, когда жизнь интересная. Я вот сижу, и я такая думаю, а что если в 25 построить здание? То есть мне дома все говорят обычно, ты ку-ку, депчи. Когда я какую-то идею говорю, говорят, ты ку-ку, туда не лезь, сен өлтүрүп кетишет, депчи. У меня дедушка, он бывший министр архитектуры и строительства, и, соответственно, я к нему обращаюсь, говорю, у меня, говорю, такая мысль есть, говорю, построить здание. Говорит, ой, сен аны кыла албайсың, говорит. Сенден чоңдураны кыла албайт. Говорит, сен, говорит, түшүнбөйсүң, говорит, $100 000 үчүн деле адамдарды өлтүрүп кетип атып, подстава кылып, мына түрмөдө отурушат элдер дейт да. Я говорю, так я же, говорю, свои кровно заработанные деньги, да? Мага ким эмне деп атасың? Сен просто жашсың, түшүнбөйсүң дейт да. А потом он мне очень хорошую нотацию прочитал, что я буду сидеть, там, плакать, да. И я ему сказала, что я хочу сесть, я хочу плакать, я хочу, чтобы меня кинули, я хочу, чтобы это был мой опыт. Да. И вот у меня партнер Нарынбек Бекен, может быть, тоже его знаете, это Жыргал Баня. Да, Конституцию он утверждал. Нарынбек Молдобаев. Да, Нарынбек Молдобаев. Очень хороший человек, мы с ним как сели. Мы друг друга сразу полюбили. Вот честно, сразу. Потому что я ему сразу сказала, Нарынбек Беке, вы взрослый мужчина, мне очень нравится его такт общения, да, он на «вы» общается, он такой, очень интеллигентный, образованный, хороший человек. Я говорю, Нарынбек, вы старше меня, вы лучше понимаете эти вещи, потому что он до меня еще строил дома и продавал многоэтажные, многоквартирные. Я говорю, я вам полностью доверяю. Я говорю, мне, говорю, надо что-то построить. Он хотел гостиницу построить. Я говорю, мне, говорю, абсолютно без разницы, что именно, говорю. И, честно говоря, мне без разницы, сколько мы будем зарабатывать. Я просто хочу 25 что-то построить. Он такой, хорошо. Вот мы построили за 8 месяцев. За 8 месяцев у нас не было ни разу конфликта, ни разу вопросов. Я ему сказала, я вам доверяю. 70-ке чыгып деле уят бирөөнү алдап кеткен. Вот, он такой тоже говорит, типа, я столько лет свою репутацию зарабатывал, не для того, чтобы мне сказали, кичинекей кызды алдап кетиптир депчи. Вот, и вот за 8 месяцев у нас, хотя вот есть уже название осталось, то, что мы построили гостиницу, но, честно, я в этой гостинице ничего особого и не делала.
кроме денег, да? Все сделал Нарымбек Байкен. И дальнейшая наша работа тоже, она происходит абсолютно бесконфликтно. То есть я поэтому считаю, что вот, ну вообще я поняла в бизнесе, да, самое плохое работать с людьми, которые голодные, ачка адамдар. Алчные, да? Не то, что алчные, ачка адамдар. Ачка адам он на многое способен, да? И кинуть, да, и что-то там завертеть, и тут завертеть, да? Тоқ адаммен иштеш керек, да? И это не обязательно, чтобы он богатый был. Вот есть много среднестатистических семей, да, но алар тоқ, да? Топық қылып, Да. А ачка адам, вот он может тебе и растоптать, и кинуть. И там ссоры происходят, типа, почему вот здесь вот эта копейка куда ушла, да, вчин? Сон анан ушундай позитивдүү ой жүгүртүүгө кандай келдиңер силер? Бул кайсы бир сабактардан өтүп келдиңерби же башынан эле силер ушундай позитивдүү ойлонгон адам болчусуңар? Я раньше была очень депрессивная. Если сказать про школьный год, то есть я же не сильно взрослая, честно говоря, да? Мен дагы эле кичинекей кызмын, 2 балам бар болсо дагычы. В школе я была не очень примечательным ребенком. У меня не было друзей. Я училась в кыргызско-турецком лицее, это женский лицей, и там ты спишь, получается, ну, наверное, в курсе, да? А у меня там не было друзей. Вот люди идут, там, үчтөн, экиден, да, кушают, а мне не с кем было. И это было так явно и так заметно, и я так не хотела, чтобы меня как бы байкуш смотрели, что я начала делать вид, что я читаю. Это было в 8 классе. Не так, что как будто со мной не общаются, да? Или мне не с кем общаться, а как будто бы я читаю. А потом я так запарилась делать вид, что я читаю, да? Кечкелем от бежит, калпиля карап туресың, это долго не продержишься, да? И я начала читать. Я начала так много читать. Я в день 1 книжку точно читала, иногда 2. То есть я шла, то есть ачкалым, да? Я же ребенок все равно, да? Я шла в столовую и реально гитепте окуп. Там пока очереди ждешь. Раньше мне было одиноко, да? Я реально читала. И я пока кушала, я тоже читала. И поэтому у меня так много чтения произошло. У меня даже так случилось, что я Льва Толстого «Война и мир» на турецком прочитала, потому что библиотека турческая, а то, что нечего осталось читать. Да? У меня было то, что я приходила на выходные, покупала в раритете книги и уходила. А иногда көп оқып салғанда, я уже библиотекаға барып, неларын білбей, ошақтан оқып салчумын, да? И так получилось случайным образом, что мне так понравилось читать про подсознание, про то, что мы можем получить вообще в мире все одной лишь мыслью. И вот я начала очень много таких книг читать. Я даже не знаю, наверное, не осталось книг про подсознание, которые я не читала, ну, которые популярные есть. Мне очень понравилось. И я такая начала думать, так, значит, надо мыслить позитивно. Вот говорят же, деньги в легкости, да, пчин? Это же не про то, что деньги легко приходят. Это про то, что ты легко относишься к проблемам, которые идут впоследствии, когда ты зарабатываешь деньги. Вот я мужу говорю, вот у нас бывают такие казусные, жесткие ситуации, да, где мы на миллионы просто попадаем. Я говорю, Джан, вот сейчас, говорю, мы можем что-то исправить? Он говорит, нет. Я говорю, потом мы можем что-то исправить? Он говорит, нет, уже болды дейді. Я говорю, болсан да все, қайғырбайсыз, говорю. Болған іш болды, говорю. А то уже нет толку десем, ну да, деп қойды. Или иногда бывает, он сильно переживает из-за чего-то, да, уже болып кетсе екен деп чин. Я говорю, Жан, ал Құдайдың бұйрығынан. Ошо бизге буйрса, говорю, ошондой болот. Буйрбаса, говорю, сен отуруп канча переживать этсең да болбойт, говорю. Расслабься, говорю, пойдем покушаем. Да. Экөөңөр дагы мындай бараңар дагы сонун бара да. Анан негизи биздин кыргыздын менталитетинде келиндер көп эркин эмес да. Анан силер кантип ошо эркин келин боло алдыңар? Келиндик ролуңар кандай ошо? Хороший тоже вопрос. У меня кайнене, она не строгая. Вот, биз 3 абысынбыз, и биз барыстан эркебиз. Бир нормальный келин жок бизде. Как говорится, то келин эмес деген бизбиз да? Не, серьезно. Потому что кайненем, она не строгая. Вот, она мягкая, добрая женщина. Я не скажу, что я прям ее люблю, обожаю, но и неприятных чувств у меня к ней нет. Только теплые ноты. Но ухмуш там сүйемге эмес, да? То есть, ну, как бы это было бы ложь. Она просто такая женщина, очень домохозяйка, да? Бывают же женщины, которые дома все делают, и им это нравится, вот такие вот. Вот она такая. Ей не нравится, когда на ее кухне кто-то есть. Вот
я даже замечаю, да, башкача болып кетті. Допустим, вот, если я буду на ее кухне чай наливать, я уверена, что ей это не понравится. Вот поняли, да? Это она из таких женщин. Ей не нравится, когда ее кастрюли трогают. Женщина барганда, да? Өзі қожайке болуш керек. Да, да, и мы ей все не мешаем. Вот. Как келин, я скажу то, что именно как келин, я, наверное, плохая келин. Вот, ну, серьезно, потому что келин — это другой человек, да, это который жолукет, там, да, апа, там, ата, все дела, короче, барып, шырдақтарын жууга алып, да, ну, я не такая. У нас была ситуация с Ханине, она мне говорит, не знаю, она просто, вот мы 6 лет уже знакомы, она сама точно не такой человек, ей, наверное, сказали, короче, барып келин ишин депчи, 100% лич. Она мне говорит, моактагы этот люстралардын баарын жууш керек, короче, тетиги айнектерди жууш керек, үйдү генералка кылыш керек дейт да. Я говорю, апа, давайте я клининг вызову, говорю, за рекламу. Бесплатно, еще лучше, чем я сделаю. Дегем, да? То есть, акшой мен лич. А она не любит чужих людей. Она говорит, ой, не надо. Вот. Эме жолдошуңар менен мамилеңердечи? С мужем... Сен аялсың деген кыргыздын эркектеринин көбүнчө ой жүгүртүүсү ушундай го. Аял болсо анда эркектен ылдыйраак туруш керек дегендейчи. У меня муж очень умный и мудрый человек. Я так убедилась с годами. Вот. Почему он все делает для меня, да? Он такой вот ко мне вот прям как маленькая относится. Сен суичтин берметиң депчин. Давай сага тыйын алып берейин, мону кийип алчын. Я не хочу, чтобы ты вот в таких штанах ходила дейт да, ну, жыртылып калсачын. Ушинтип турат да. И я начала сама готовить, убирать, ему покупать всякие мази, да, ухаживать. И он говорит, видишь, говорит, как ты изменилась, говорит, кто бы мог подумать, что ты такая станешь. Я говорю, да мне просто стыдно, говорю, да бывает же, уже неудобно, да? Буты, жатырген неудобно, то, что человек для тебя делает все, и тебе тоже хочется ему приятно сделать, встать, приготовить, да, что-то интересное, да, там что-то ему купить, здесь что-то подправить, да, то есть он меня привел к этому, и он мне всегда говорил, я не хочу тебя исправлять, да, вот, потому что, ну, это будет неправильно. Я тебя люблю такая, какая ты есть. Да. И, может быть, из-за этого вот мы скоро будет 6 лет, как женаты. Мы с ним 3 раза ссорились. До этого я всегда говорила 2 раза, да, но ведь нам да очень тяжело что-то. А так мы вообще не ссоримся, потому что он очень мудрый. Допустим, вот я злюсь, он говорит, и жаным, жинин кеп кеткен турбайбы, жинин өлтүрбөй депчи. Ошондо атса, да, вот классно, иногда бывает, да, иногда бывает, я там кричу, говорю, почему вот это, вот так вот происходит, вот твои сотрудники вот так вот делают, то есть у меня в работе уже другой тон, там другая манера, и он такой смотрит, и что он здесь, не шповод, я такая, ё-мо, ненормально окшоп көчкө сүйлөбөйүн дейм да. Ошол эле учурда мына ийгиликтүү ишкер болгон менен параллелдүү эле 2 баланы дагы төрөп чоңойтуп атканыңарга көп болуп жүрөм. Анан аларга кандай убакыт кетет, анан кантип убакыт жеткиресиңер, анан тарбиядагы өзүнчө колдонгон ыкмаларыңар барбы, методдоруңар? Вот тоже хороший вопрос, такие вот прям, которые тук-тук людей интересуют, да? Я не скажу, что я хорошая мама, хотя мне все говорят, что я очень хорошая мама. И вот я не могу сидеть вот долго, да, вот с совсем маленькими малышами. Ну, не получается у меня это, да. Джингл кетет, да, понимаете? И вот чтобы не травмировать детей, у меня вот у детей до года всегда есть няня. Вот и у дочки была няня, и у сына была няня. Слава богу, есть моя мама, которая Харашпердин. Вот она целый год проходила с моими детьми. Мы все вместе, конечно, да, но это тоже жертва. То есть я очень благодарна. Сейчас мне кайненем жардам берет это. Вот. Именно как забота о детях у меня плохо получается. Но получается там взять няню, сказать, вот в это время купаешь, вот в это время гуляешь. Я уверена, что не каждая мать там каждый день купает ребенка, гуляет и делает массаж, читает сказки определенный опыт. Но у меня хорошо получается вот дать указания, и ребенок получает это. В плане воспитания я занимаюсь воспитанием. Я не вот так вот өстүрүп прям муж бөпөлөйм, да, но воспитание обязательно происходит.
каждый день, как минимум один раз я там пытаюсь какие-то новые слова внедрить, да, там, адаптация, типа, да, нотариус, да, вот такие вот сложные, да, то, что ребенку не учат. Потому что моя мама меня тоже учила то, чему детей не учат. Я вот маме говорила, да, мам, вы у меня совсем другая, да. Эльдин ата-энеси говорят, вот, ты сиди, короче, жаныңды сықпа, депчін. А вы мне говорите, пока жаш, жаныңды сығау, короче, жаш өтіп кетеді, депчін. Вот. Или там, обычно же, вот вы тоже же мама, скорее всего. Да. Вы же детям говорите, кушай дейсіңер, да. Вау, кушай дейсіңер, да. Кушай, ушын жейте, деп. А мне мама все время говорит, жеп ичпе. Семер кетесің депчі. Это причем с самого детства. С самого детства. Я говорю, мам, говорю, нормальные мамы не говорят, не кушай, деп. Мен нан мен өлі жечмін, да. Нанды жебеді өліч. Сен суп ичті өліч. Вот, воспитание происходит. Времени я немного уделяю, то есть это правда, да, но обязательно уделяю внимание. Дети меня любят, у меня дочка очень любит. У меня дочка, она очень умная. Она сидит и понимает, она говорит, у меня мама, говорит, красивая, еще популярная. Я говорю, а ты откуда знаешь, ты сам? А мне на улице мужчина подошел и сказал, твоя мама популярная. Акча эркиндиги адамга эмне берет экен? Возможность помогать людям, поддержать. В моем случае так, потому что я с детства выросла очень... Я вот выросла таким ребенком, которого очень любят, для которого все. У меня вот есть братишка, даже он по сей день, это все для меня, да. Вот я ходила на миллион курсов. Это не так, что там параллельно, да, там бюро на битубе, да. Я параллельно ходила. Такой ребенок был, да. И мои требования тоже были высокие. То есть я говорила, я не хочу ездить в маршрутки, да, на упаловка да дошел, чтобы вот представляли, да? А у меня братишка всегда выходил из школы, даже свои карманные деньги мне отдавал, они вам понадобятся, да. Я вот из-за того, что выросла в такой большой любви, даже сейчас у меня в окружении, и раньше, когда денег не было, в школе, да, я была, замкнутая, да, но в окружении у меня всегда, да, все вот пытаются меня как-то обрадовать, любить, показать свою любовь, заботу, да. Я сама выросла такой вот, свобода во мне и так присутствовала. Меня вообще никогда не волновало чье-то мнение. Вот если я плохая, мен жаман болоюн сен үчүн. Для других я хорошая, да? Вот так вот. Да? А если говорить именно, что дало деньги, то в моем случае это дало возможность помогать людям. Вот. Туугандарыңарга дагы белектерди, чоң белектерди бергениңерди көрүп калабыз. Башкаларга да кайрымдуулуктарды да жасап турасыңар да. Я чем родственникам больше другим людям помогаю. Да. Аны көрсөтпөйм да. Я просто не люблю родственникам помогать. Я просто считаю, зачем помогать людям, у которых есть 2 ноги, 2 руки, прекрасные родители, голова на плечах, да? Да. Но, допустим, бывает ситуация, вот у меня тетя, которая мне 40 тысяч одалживала, она хотела помещение купить. У нее вот Казгасеп есть, люкс төшек деп коем, там реклама кылып. Вот она хотела помещение купить, потому что она его арендовала. Аренда дорогая. Говорит, мен сатып алсам жакшы болмок депчи. У нее половина суммы было, половины не было, да? Чтобы вот небольшое помещение купить. Я говорю, давайте я вам дам. В этих случаях можно. А так, когда мне звонят, вот у меня была ситуация, родственница мне звонит, с которой я 12 лет не общалась. Элина, как дела? Все дела хорошо. Я решила бизнес открыть. Я говорю, ой, вообще классно, говорю. Уже мага кичине акча берип турчу дейт. А мен да десем эле, 300 000 керек болот дейт. Я говорю, 300 000 кичине акча, говорю. Анан кичине эле акча да сага дейт. Мен үчүн, говорю, да, кичине эле акча. Но для тебя это большие деньги. Так надо вещи своими именами называть. Можешь одолжить мне большие деньги? Где гарантия, вот, что я тебе дам 300 000? А ты их не профукаешь. А если профукаешь, сага этот кичине эле акча берип кое аласыңбы? Берип кое албайсың да. То есть все надо своими именами назвать. В этих случаях нет. Өзгөчө мамиле бар турбайбы, карыз бергендин дагы карыз берип күйүп калган учурлар болду? У меня карыз берип күйүп калган учур болгон эмес. У меня была только одна ситуация, когда я арендовала помещение в Москве на Таганской, арендовала у азербайджанца. Он такой взрослый мужчина. Менден карызга сурап берчү да, акчачы. А мен бере берчүмүн. Айтып койчу да, аренда кылганда что мен сулуп коем депчи. Анан өзү карыз болуп атканда кошуп берип койчу да. А бир жолу как раз во время карантина он ко мне обратился. Азыр аябай тяжело атат депчи. Он же еще помещение выкупал у собственности города Москва. У него около 15 помещений по Москве. Говорит, одолжи депчи, я тебе расписку напишу деп.
моя сестренка мусульманка, мы мусульмане должны друг друга поддерживать, потому что в один слить, да? Хорошо деп бергем, такую хорошую сумму. Ангем айтхан, если он тебя кинет, да не кинет он меня, говорю, я сколько лет у него арендовый, говорю, нормальный мужчина, тем более мусульманин, говорю, да? Говорит, өліп қалсачы дейді. Я говорю, өліп қалбайды бұл, говорю, қаяқтан өліп қалмайлы, говорю. Чалсам өліп қалып тұр да байқұш. Пневмониядан. Баласы алған, короче, у меня отец умер, деп, разузнала, өліп қалып тұр, да? Баласының уже ақша қарсы болды, десем, отец мне ничего, кроме проблем, не оставил, дейді. Деп ештеңе де алып қалғам, ошо өліп қалғам болған да. А так, чтобы қарттар кеткен болған емес. Да. Ну, не прям большая сумма, но на тот момент для меня такая большая сумма была. Да. Оказывается, так бывает, реально өліп қалшы мүмкін екен да. Не, серьезно. Да, ушундай болушу мүмкүн. Мен бир эмени байкадым да. Жашоодо кыйналып жүргөн учурда бардык эле айланаңда колдоп, сени менен тилектеш болгондой боло берет экен. Анан кандайдыр бир ийгиликтерди багындырып баштаганыңда башкача көз караш менен карап, көрө албастыктар пайда болот экен да. Силерде ушундойлор болгонбу? У меня было такое, что көрө албастык эмес, потому что у меня такой характер очень буйный. Мен көрө албай аткан адам, вот бывает же такое, вот, если бирөө көрө албай атса, сүйлөшүп жүрө бересиз. Да, для приличия, да? А я не такая. Мен сразу айтам, сенде адам менин жашоомдо вообще кереги жок деп. Сен ошо көрө албастыгың менен дальше өзүңө окшошторду таба ал дейм да. Не, серьезно, поэтому у меня прям явного такого не было. Но вот был такой момент, мы с мужем вспоминали, когда я рожала дочку и родила дочку, да, практически никто не приходил, да. Вот, ну, соответственно, мама, папа, там, дедушка, бабушка, да, других людей не было. Там көрүндүк берем дегенде эле, мен гүл менен тоз алам дегенде эле, дегендейчи, там кызыма кийим алып келгенде эле, таких людей не было эле, да. А когда я родила сына, вы бы видели, просто в Инстаграме я не смогла закинуть, потому что после операции, да, это просто там, у меня дом превратился в целую цветочную, короче, көрүндүктөр льются, да, там вот эти вот хорошие брендтердин кийимдери для детей, их куча, просто у моего сына было столько вещей, да, я мужу говорю, ушунун баары вот балма төрөлгөндө бар болсочу, когда мы с тобой без денег байкуш, да, байкуш кызым кийими жок, сумка бар одомду араңдап чогултуп анычы. Говорю, вот тогда было бы хорошо, да, вот почему, говорю, вот тогда вот этого всего не было, дейм, да? Потому что вот я помню, балам төлөгөндө нам только как көрүндүк дали больше 700 тысяч. Я говорю, можно, говорю, машину одну взять, говорю, мындай элечи, и водителя поставить, говорю. А вот если бы вот какой-то вот, хотя бы вот какие-то вещички были во времена моей дочки, это была бы другая ситуация. Ну, вы, наверное, так и зрители поняли, что я чувствую, да? Что я говорю, почему вот когда у тебя нет, тебе и не дают, да? Хотя наоборот должны дать, когда у тебя нет. Поддержка да? А когда у тебя есть, нет, тебе еще больше дают, да? Говорю, это несправедливо. И поэтому я стараюсь и в жизни так относиться не родственникам поддержать, помогать, да, а наоборот другим людям, совершенно другим, да. Да, такие есть у нас в Кыргызстане, таких очень много, да, и такие люди, они намного благодарнее. Потому что вот бывает, у меня была ситуация, я небольшую помощь сделала знакомым, но они это воспринимают как должное, типа, блин, у тебя же есть, и чё? Вот, и после этого я такая думаю, и чё? Бир-кайра деп. Не то, что бир-кайра, это безвозмездно было, да, но типа, это же тебе не сложно. Типа, да. Я вот не хочу с такими ситуациями больше сталкиваться. У меня бывает, я обжигаюсь, и такие моменты сразу пресекаю, чтобы они не повторялись. Никогда. Либо же, чтобы этот человек, который допустил, исчез из моей жизни навсегда. Я не хочу таких людей. Жакшы лайфхак. Кыргызстанда бир маселелерди көрүп жүрөгүңөр өйгөн нерселер барбы? Конечно. Эмнелерди өзгөрткүңөр келет? Я сама по себе очень патриотична, да? Что-то насчет правительства говорить я не буду, потому что политика — это совсем другое дело, грязное, и мы, простые люди, его не поймем, да? Там совсем все по-другому устроено. Но единственное, у меня бывает, я смотрю, знаете, вот здесь классный момент. У меня были очень большие проблемы, когда я вела салон красоты. В один момент я не могла оплатить аренды. У меня было пару салонов, я не могла оплатить аренду. Именно Москва-река Аргон. Вы были в Москве? Болгон, бирок аны көргөн эмесмин. Москва-реканын жанында туруп алып, на Таганска, короче, плачу.
вот прям разрываюсь, да, плачу, и говорю, о, Худаим, говорю, дай мне, пожалуйста, жизнь, о которой, говорю, я даже мечтать не могла. Менің самый лучший мечтам тогда был болған, да, я ему кое-что пообещала. Ошо болса, да, да. И вот уже 2 года, короче, меня это тревожит, что я до сих пор это не сделала. Меня вот единственное, вот, что сильно беспокоит, я вот видела женщин, которые по квартирам ходят с детьми, да, и гүлөр кетіп қалады. Вот мне таких женщин жалко, да, очень, на самом деле, да. Не так, что, типа, мне жалко емес, а жүрегім ауырайды, да. И я хотела сама по себе изначально построить место П-образное, двухэтажное, будут комнаты, как мини-кухня, да, и ортосында, это вот душ, туалеттер, да, то есть такие приличные. И чтобы вот такие женщины могли прийти, пожить, сколько им надо, и когда восстановятся, уйти. Чтобы они гочудағы қоласын, чтобы там, не знаю, кто-то там в холоде не остался, да? Чтобы они могли восстановиться. И не только женщины, но и мужчины. Вот бывает такое, что многие семьи разводятся, уж это салап-салшытқа берерін, из-за того, что денег нет, но им некуда деться, чтобы они могли прийти, ни о чем не думать, восстановиться, успокоиться и пойти дальше. Я вот перед гостиницей хотела это сделать. На самом деле построить. Это недорого на самом деле и недолго. Но оказывается очень муторно с документами. Я к дедушке говорю, я хочу вот это вот сделать. Это в первую очередь, говорю, потом здание построить. И он мне объяснил, и оказывается, это действительно так, потому что я потом тоже уточняла. Это же как фонд ты делаешь. То есть ты не можешь, оказывается, просто построить. Я говорю, елдерде квартира берется, говорю, это жыл массивтер, что сияқты алып кірішпей, говорю. Я просто объявлю, это как фонд болып кетті. А если кризистик бор болуш керек екен, да? Да, а если ты, говорит, не откроешь документально как фонд, то сені жанчит, говорит. Я говорю, мен елдерді бекер кіргізіп, тамағын алып беріп, жаққа жашып алып отырғанымда мен жанчибі, говорю. Говорит, по закону, да. Я говорю, хорошо, говорю, а если, говорит, ты фонд откроешь, говорит, под тебя начнут копать, говорит, и под все начнут копать. Сен қаяқтан, типа, фонд отчетасың, да, для того, чтобы отмывать деньги, да, потому что, оказывается, в основном открывают фонды, чтобы отмывать деньги. Я не знала вообще это. А потом мне объяснили, что это вообще сама по себе очень сложная ситуация. И если я как фонд его хочу открыть, это не только документы нужны, но в первую очередь мне нужно купить земельный участок, и земельный участок ты полностью одобрениесін получить, чтобы фонд қоймедіп ашылып атады деген. А в документации это намного дольше, чем, оказывается, строительные компании получают свои разрешительные документы. Айттым, Құдайым-ай, біреуге жардам берейін десең де жаман сложно тұрбай дедім, да? А так-то я думала, что там, жерді алып тұрып так построишь, они приходят, и я такая думала назвать его Байкуш, богатая, свободная птица. Вот. А оказывается, вот не так. Андай оңай емес екен, да? Вот. Бюрократия, да? Да, бюрократия присутствует. А я говорю, а мен жөн эле вот Ақордаларда, и те же такие квартиры же, которые они снимают, да? Бач қойсам не болады десем, начнут копать, дейді. И тогда, говорит, ты еще и под штрафы попадешь, дейді. То, что сен улуксаты жоқ, короче, да? Елдерді кіргізіп алып, яқтан нені қылып атасың? А так вот, именно вот семьям таким я бы хотела вот такую вот поддержку оказать. Вот это меня беспокоит. В Кыргызстане вот такие моменты меня беспокоят, потому что я по себе тоже знаю, то, что родственники келіп күйіп қойды, и жаман болтасың ба деп где-то чуть-чуть поддерживают, помогут, да, ну чем могут, да, барысы эле укмуш эмеспиз да, но еще больше не могут, да, а людям нужно время успокоиться и собрать себя по кусочкам. Бул да жакшы идея экен, бирок бир жагынан алганда кимдир бирөө келип чыкпай коюшу деле мүмкүн экен да, мындай караганда бизде ошондой адамдар да бар да. Мама деле ушинтип айтты, я же маму мучаю всегда. У меня такое бывает, я отуруп алып что-то придумаю и говорю, мам, барып эл исиме ушуну кылып келиңиз дейм да. Мама айтат да, ту, я так түн ичинен эмнени ойлонуп чыга калдың дейт да. Я говорю, мам, сделайте, говорю, сестра соуын аласыз, говорю, потому что я-то, говорю, мен мындай элем, говорю, мен го акчаны берип койдум, говорю, а сооптун баары сизде да, говорю, понимаете, говорю, это же как классно, говорю, людям помочь, да. Я, допустим, на Новый год, не в прошлом году, позапрошлом году, я говорю, мам, говорю, вот оказывается, есть вот такие семьи, говорю, они, скорее всего, сидят, ну,
не то, что без еды, да, там, без торта, без салатов, да, вы будьте как Дед Мороз для них, говорю. Продуктларды алып, говорю, да, шампанскийді алып, детский, да, детям подарки купите, говорю, барып көңілін алып, говорю, так вот, остып қойыңыз, говорю, вареньесінен несінен болса да, деп, это ж как классно, говорю. Он говорит, ё-моё, 31 күн дағы мен үйде отырғызбай, деп, а когда про байқұш сказала, она говорит, и оқой, еманы кім қарайды, говорю, сіз қарайсыз, говорю. Она говорит, неге мен дейді, говорю, ананы кимеш. Баңарға да жұмыш қылып бер. Постоянно. Ой. Она попросила, говорит, ана шықпай қойым десечі дейді. Я говорю, шығарасың, говорю, 3 ай болды жашап отырсың, қой, шықтап шығарасың, говорю. Она говорит, сен Қырғызстанда адамдарды білбейсің, говорит, мен бетім жуасачы дейді. Сонун идея екен. Ишке ашырса болот экен муну, досторду тандоодо кандай принциптериңер бар? Ну, в моей жизни так получается нечаянно, что мне так и говорят. Я говорю, мне так неприятно, говорю, что мне человек завидует, говорю. Я же радуюсь, говорю, когда вот у другого человека хорошо, да? А почему мне завидуют, говорю, да? Да. Бывает, у людей на лицо жазылып калат, да? Кызарып кетишет, катып калышат, да? Или, допустим, видят даже то, что в Инстаграме у меня вот хорошие события, даже поздравляют, деп жазып калышпайт, да? Это же зависть. Я говорю, мне так неприятно, говорю. Я сразу удаляю такого человека из своей жизни. Такой человек мне не нужен, да? И вот мне Бекаджа говорит, у меня есть сестра названная, которая вот как раз таки, я же говорю, в Москве помогла это помещение снять. Она реально классная. Вот ичигүбөйт, да? Вот мне нравится ичигүбөгөн адамдар. Ийгилигиңе кошо кубанган адамдар, да? Не то, что кубанган, да? Просто ичигүбөсүн хотя бы, да? Потому что у меня такое было, мне было лет 8, и у меня была соседка Айка. И она такая неприятная девочка была, честно говоря, айба мақтаншақчын. И они начали строить двухэтажный дом, они да, только модел партхан, да? Я такая пришла очень расстроенная домой. А мама говорит, что случилось? Я говорю, жалко, говорю, они двухэтажный дом строят, говорю. Мама говорит, и что? Я говорю, ну она будет хвастаться, да? Она говорит, а мне мама говорит, от того, что у них, говорит, двухэтажный дом появится, у тебя в жизни плохо, что ли, станет? Ты? Нет, говорю. Она говорит, ну все тогда, говорит, не завидуй. Бирөө жакшы болсо сен жаман болбосуң. Оставь их в покое. А еще лучше порадуйся деген, да? И мне такой принцип остался. Вот в дружбе у меня есть вот Бекаджен, есть очень хороший Аяшкин. Я общаюсь с людьми, которые умеют не завидовать. Но мне Бекаджи всегда говорит, Элин, ну ты такой человек, очень сложно тебе не позавидовать. Вот я тебе тоже завидую, да? Ну по белому. По белому я пойму, говорю. А вот по черному как-то вот непонятно. Ну, силердей болгусу келип аракет кылгандар. У меня просто прикол в том, что мен өзім адамның қолынан қарма алып, моны қылсаң соны болады, теңдей мындай деп мындай. Төкпөй чачпай барды айтып беріп қойып да, мне не жалко. Аға бұйырса, вот Құдайдан бұйрық болсочу, аға бұйырат да. Силерде жөн эле себепчи кылып жөнөтөт. Ушуну көп адам түшүнбөйт экен да. Мындай атаандаштарды пайда кылат дегендей кылып эле өзүнүн бизнесин коргой беришет го. Да, такие не понимают. Эгер Кудай буйрган болсо, ал сенден болбосо башка жактан деле үйрөнөт да. Ооон. Аны ошо Кудайдын буйругу катары эле кабылбаш керек да. А эгер буйрук жок болсо, сен кандай жетелеп үйрөтсөң деле аны кылбайт. Окшошпойт да, болбойт. И вот просто вот у меня в жизни почти всех, кто меня что-то просит, в плане знаний, да, подсказать, помочь, я всегда вот прям только чачпать прям, да. И когда происходит обратное действие, да, когда человек просто, ему плохо от того, что тебе хорошо, я такая думаю, ё-моё, я в жизни ошиблась. У меня в жизни это было не часто, пару раз, но неприятно. Осадок остался. Вот. Негизи мындай ишкерлик баштайм, ушундай силердей болуп, финансылык жактан көз карандысыкка чыгам деген жаштарга, жаш кыздарга мисалы кандай кеңеш берет элеңер? Понять то, что жизнь, она очень быстро летит. Вот эти вот тусовки, да, вещи модные, какие-то хорошие сумочки, да, пусть и не брендовые, да, вот эти тряпочки всякие. Я вот все называю тряпочками, даже бренды, честно говоря. Тряпкалар, да. Это все пройдет. Лучше в моменте выделить фокус, выделить деньги для своего развития и копить. Вот сделать себе один фундамент, да, и миллион шмотка алып жата бер. А то вот я смотрю, очень много людей, да, не только молодежь, но даже взрослые женщины. Кийинип пичине эле жүрүшөт, ал эмки жыл кийишпейт дагы.
на самом деле. И сами оказываются в затруднительных положениях. Просто человек, который хочет чего-то добиться, на время жерін қысып қойса чу, много или болады, да? Но люди не умеют, во-первых, сбавлять аппетит. Я вот считаю, что нет смысла кому-то что-то доказывать. Вот, ну сегодня вот ты, нет у тебя денег, да? Но ты пошел, что-то купил, да? Ну купил этот iPhone даже в рассрочку, да? Завтра все забудут даже, что у тебя iPhone есть. Как бы этим никого не удивишь, вещами никого не удивишь. Вообще ничем таким не удивишь, кроме своего результата, который твердо остается с тобой. Что я думаю, вот я бы посоветовала не увлекаться там шмотками, ресничками, каким-то ботоксом, да? Өзүңө инвестиция кыл, Да, өзүңдү өстүрүүгө. да, да. Эми мындай акыркы суроолордон болсун. 10-20 жылдан кийинки Элинаны элестетип көрөлү да. Не могу Кандай представить, честно, не могу, потому что я сама по себе сильно меняюсь, я сама замечаю, вот 5 лет назад я совсем другим человеком была. 10 лет назад, если бы вы меня видели вот в школе, я очень замкнутый ребенок была. Вот так вот не разговаривала. А сейчас я другая, да? Я даже не могу сказать, какая я буду через 5 лет, потому что у меня ниетім бар. Вот я же сказала, вот мужу от благодарности я хочу готовить, да? Не надо, а хочу. И также у меня вот это вот ичимдеги айтат там. К Богу, Кудайым ачын, я вижу все, что у меня есть вокруг. И как это легко приходит, да? И приходит лучше, чем я думала. Что Кудайдың разычылы үшін у меня последние 2 года есть мысль, да? Просто вот не для показухи, там, не для чего, да? А потому что я хочу ему тоже что-то приятное сделать, как он мне. Хочу закрыться. Шундай мысль бар, да? У меня даже муж говорит, сен бір күні точно тұрып жаман аласың депчи. И это тоже очень возможно. Поэтому я не могу сказать, какая там через 20 лет там буду. Кандай кыялдар, максаттарыңар бар? Сейчас вообще кыялымда жок, максатымда жок. Я прям на пенсии. Вот, потому что в прошлом, каждый год у меня такая вот кукуха слетает, и я такая, я хочу купить квартиру в Дубае, депчи. И такая, я хочу вот так вот, депчи. А в этом году я себе сказала, ай, у тебя больше никаких хочу нет, ай, ты на пенсии, отур. Да, потому что если я сейчас что-то захочу, мен иштеп кетем. Я все свои мысли про хочу убрала, вообще убрала, в ноль. Жакшы, сонун. Эркин микрофон. Эмнени айткыңар келди? Мне очень приятно, что вы позвали меня на подкаст. Вот, мне приятно, что вы очень приятный, адекватный собеседник. Вот, было очень хорошо, очень классные вопросы вы затронули. Тем, кто меня смотрит, я бы хотела сказать, мени, короче, зазналась дебегилен, вот, мактанган жокмун, кыйын болойн деген деле жокмун. Я всегда считаю то, что это не я такая, да, это Кудайдын буйругу экен. Мне даже муж говорит, канча киши деле вайбрис иштеп көрөйүн деп атат, иштетип көрүштү дагы. И я считаю то, что все заслуги от Бога. Кудайга надо просто верить, да? Верить во Всевышнего и түз ниет менен делать, и тогда все получится. Мен деген киши далеко не уйдет, я уверена. Я даже боюсь такие мысли допускать, потому что Кудайым көрөс коосун дейм, да? Сен эле ушундай кыйын экенсиң депчи. Не, серьезно. Поэтому я думаю, иманыбыз күчтүү болуп, ниетибиз түз болуп, аракет кылсак, у всех все будет хорошо. И самое главное, надо понимать то, что все в руках только у Всевышнего. Как он захочет. Вот. Мы с мужем часто сидим и говорим, вот 5 лет назад мы даже представить не могли, что у нас столько всего будет. У нас мечта была студию купить. Ошо эле болсо экөөбүз жыргап кетмекпиз дегенчи. Это Кудайдын буйругунан, да? И вот здесь я хотела бы последнее сказать. Мен кечирим сурайм. Кыргызча сүйлөбөгөнмүн. Можете меня осудить. Я такая, но неплохая. Вам всем желаю успехов, удачи, счастья и здоровья.
сон ошол адам пейилине жараша табат деген сөзгө мен кошулам. Ошол Кудай силерге берип атат деп ишенем. Биздин подкастка келип ушундай баардыгын ачык айтып бергениңерге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер биздин көчөдө подкастын көрдүңүздөр. Бизде бүгүн конокто белгилүү ишкер, 20 жашында доллар миллионери болгон сонун кыз Элина Турдубекова болду. Саламатта калыңыздар.